Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на любимого и узнаем, чем вас скоро ваш любимый человек удивит. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, но у вас какие-то непростые отношения, очень непростые. Как-то все очень сложно, со скрипом. Ой, все нужно подталкивать, подтягивать, с чем-то соглашаться, что-то принимать. Да, вы как-то очень некомфортно себя ощущаете в этих отношениях. Либо нет уверенности, да, что это именно счастливые отношения, да, что у вас все там получится и все будет хорошо. Не, вы, конечно, бы хотели, чтобы отношения были, наверное, хорошими, идеальными, но как-то вот не туда все поворачивается. Между вами, вот явно идет напряжение, и как силы между вами не равны. То есть вы стоите ниже, чем этот мужчина. Мужчина, такую позицию занял, прям голову аж задрал, да, и не знаю, то ли он вам времени не уделяет, то ли он совершенно не хочет заниматься вашими отношениями. Все как будто бы на ваших плечах. Вы как будто бы все на себе тянете. И его, и отношения, и помогаете. И себе, и ему, да, еще каким-то людям. Не вижу вашего счастья на самом деле. Не вижу. Вот он с вами абсолютно доволен и счастлив. Как будто бы он свою линию вот эту гнет, да, не понимая, что для вас это мука. Вот. А вы все надеетесь, что он поймет, что он догадается, что это неправильно, что вам нужно больше внимания, либо вы ждете большей активности со стороны мужчин. Но этого не происходит по какой-то причине. Так, с вами все понятно. Вы такая жертва любви, хочется вас назвать. Надеюсь, конечно, что это не так, но прям как крутится в голове. С потока вас так называют. Что касается мужчины, он какой-то прям горделивый, я не знаю, павлин. Мужчина слишком раздуто эго. Мужчина считает, что он сам по себе как подарок судьбы. Смотрите, какой я красивый, я тут самый лучший, меня тут все нахваливают, я тут на расхват иду. Но он, кстати, по-своему тоже несчастный. Чего от него ждать? Разговор идет, разговор очень непростой. Я вижу, что он вас, либо обидел, либо вы вот обидитесь на него, что-то он такое сделает, либо в очередной раз как-то с вами так поступит, что вы прям сдержаться не сможете. И либо в какой-то грубой форме выскажетесь, либо вот как психанете, не знаю, уйдете, там дверь перед ним закроете, там трубку бросите. И это будет очень серьезный звоночек для него. Он придет с разговором, со сложным разговором. В этом разговоре, может, он пьяненький будет, может быть, в принципе, такой, знаете, как напуганный. Он вам в чем-то признается. Он вам про себя что-то очень тайное расскажет, то, что он никому никогда не рассказывал. Но это какой-то глубинный секрет его жизни. Может быть, какие-то его страхи, личные переживания. Либо действительно какая-то есть причина, которая мешает вам вот строить ваше счастье. В чем-то он вам признается. Мало того, что он признается, для вас это будет просто невероятный шок, он еще и, скорее всего, помощи вашей будет просить, чтобы вы его не бросали, а наоборот, чтобы вы ему помогли, да, либо в чем-то разобраться, либо самому в себе разобраться, какие-то страхи, может быть, свои развеять.
И вы, девочки, вот вам все станет понятно, все станет ясно, вы будете шокированы. Это даже не удивление, это шок. Шок от истинной причины, почему он так себя ведет, либо почему он так к вам относится. Кстати, он не только к вам так относится, по-моему, ко всем так относится. Вот. Он из такого горделивого павлина перед вами вот как беззащитный ребенок станет. Вам его даже жалко очень станет. Вот вы его пожалеете, да, пожалеете. Раскроется перед вами мужчина. Просто раскроется. Во всех смыслах этого слова раскроется. И это, мои хорошие, станет переломным моментом в ваших отношениях. Просто переломным. После этого между вами какие-то прям невероятно доверительные отношения возникнут. Ну, потому что не оттолкнете. Вы женщина добрая, тем более вы его любите. Вы его не оттолкнете. И он прям к вам потянется. Потянется всеми фибрами своей души. И руками, и ногами. Всем потянется к вам. Вот. У вас такие идеальные, прям идеальные отношения. Вы как с двух сторон, видите, лепите свое будущее. Вы со своей стороны, он со своей стороны. Да, прекрасно. Это идет именно перемена. Перемена и выход на новый уровень в отношениях. Доверительный разговор, честный разговор. Мужчина раскроет все. Вот все, как оно есть. Все свои вот, я не знаю, скрытые моменты, да, все то, что он там глубоко-глубоко в себе прятал. Все вы будете про него знать. Он для вас станет прочитанной книгой. Да? Не открытой книгой, а уже прочитанной книгой. Но интерес вы к нему не потеряете. Наоборот, даже, знаете, как проникнетесь, что ли, его этими страданиями, переживаниями, либо его этими тайными секретами. У вас однозначно идут улучшения в отношениях. Улучшения через очень сложный разговор. Правдивый, сложный разговор. Так. Еще важный момент. У мужчины будет какая-то сумма денег. Это чуть попозже случится. Заработает, раздобудет, может быть, получит. Да? Вот какая-то большая сумма денег идет мужчине. Вот у мужчины какое-то желание, мечта. И вы об этом знаете. То есть, возможно, он вам говорил, что я там хочу купить, не знаю, машину. Да? Либо я хочу купить там себе какую-нибудь там, ну, не знаю, чем там мужчины обычно развлекаются. Может быть, гаджет какой-то дорогой, либо во что-то вложиться. То есть вы об этом знаете. И вы понимаете, что если у этого мужчины будут деньги, то он будет осуществлять свою мечту. А он возьмет и эти деньги либо вам передаст, либо потратит на подарок для вас. Понимаете, хотел машину, купит вам шубу. Либо хотел какой-нибудь там крутой телефон, но купит такой телефон вам. Да. Либо у вас есть какие-то, может быть, проблемки там по финансам, либо ситуации, да, что-то нужно сделать, купить, заплатить. Он отдаст вам эти деньги. Просто отдаст. Так и скажет, тебе нужнее, да, либо ты достойнее. Вот. Это будет такой жест с его стороны, ну просто у вас голова закружится. Ведь вы его-то знаете, вы его ведь раньше уже видели, были более какие-то мелкие ситуации, когда он, ну, либо игнорил, либо там с таким видом там выдавал вам какую-то небольшую сумму денег. А тут он сам без всякой вашей просьбы возьмет и сделает. Да, просто невероятно. Невероятно. Ну, девочки, вот оно, новые отношения, новый уровень в ваших отношениях. Я вам больше даже скажу, этот мужчина еще не раз вас удивит. И каждый новый раз это будет ну, просто что-то сверхъестественное, фееричное, взрывающее мозг. Да. Вот что значит договориться, и вот что значит не отвернуться от человека в трудную минуту. Вы знаете, вы ему самая родная станете. Вот прям самая роднулечка моя, и все. Роднее, чем даже мамочка его. Вот прям все будете про него знать. Он всем будет с вами делиться. Он все будет вам рассказывать. Он и шага не будет ступать, пока он с вами не посоветуется, либо не получит вашего одобрения, девочки. Вот представляете, как у вас все с ним тут пойдет. Но так и правильно, так и правильно. Вы очень мудрая женщина, вы очень добрая женщина. Он это все понимает. Кстати, это одна из причин, почему он с вами. Вот это отличает вас от всех других женщин, кого он знает.
Вот по чистоте, по прозрачности, по добродетели вы впереди планеты всей. Вот он это видит, он это понимает, и он этим гордится, да, что именно такая женщина рядом с ним. Так, какие-то еще обязательства мужчина на себя будет брать? Ну вот какого-то бытового характера, да, может быть оплата чего-то, покупка чего-то, вложение, да, у кого-то прям мужчина пойдет, я не знаю, ипотеку на себя оформит, либо даже какой-то, может быть, там кредит под что-то возьмет. Удивит, девочки, удивит и не раз. И он, знаете, что самое интересное, что он это все будет делать вот именно ради вас, ради ваших отношений и ради вашей любви. Вот вы сейчас не тоскуете, не переживайте. Знаете, что у вас все с ним наладится. Наладится. Главное, вот разговор, чтобы у вас этот состоялся. Не отказывайтесь от этого разговора. Потому что этот разговор, он все на свете поменяет. Да? Перемена идет после именно разговора в его отношении к вам и в вашем совместном будущем. Если вы этот разговор не поддержите, то есть скажете, да не хочу я тебя даже слушать, к сожалению, возможно, даже вы и разойдетесь, либо в какую-то глубокую вот паузу уйдете. Да, такой вариант тоже может быть. Поэтому, девочки, он предлагает разговор, соглашайтесь, выслушайте мужчину, постарайтесь его понять. Поверьте, все у вас наладится, все у вас поменяется. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.